Все поправки в постановлении – это меры противодействия распространению инфекций. Сотрудники Роспотребнадзора доводят до главных врачей республики каждую поправку детально. Какова тяжесть эпидемического процесса на сегодняшний день, все вы знаете не понаслышке, имеете такую возможность оценить этот процесс изнутри, к сожалению. Хотелось бы, чтобы все это пошло на спад, и поэтому в помощь нам вытекает методическая документация. По новым правилам, для того, чтобы пациент с ковидом считался здоровым и смог приступить к труду, достаточно получения одного отрицательного теста. Согласно поправкам, исключается письменное уведомление о положительном результате на тест. Отныне достаточно сообщить об этом заболевшему по телефону. Больным не будут выдавать это постановление и контактным не будут выдавать. Если раньше мы всех больных, которые у нас лежали в стационаре, мы выписывали их после 2 отрицательных результатов. Теперь, если первый результат у вас отрицательный при выписке, то повторный делать не нужно анализ. Если он положительный, и повторный анализ нужно делать не менее, чем через 3 дня. Также по новым правилам люди, которые контактировали с больными COVID-19, могут уйти на 2-недельную самоизоляцию, не проходя тестирование. Простыми словами, если один из членов семьи заболел коронавирусом, то вся семья должна уйти на карантин. Если вы работаете, то имеете полное право открыть на это время больничный и получить за это компенсацию. Автоматически вы уже считаетесь лицом, которое обязано быть на самоизоляции в течение 14 дней. А уже врач, в свою очередь, ставит вас в известность, что, допустим, ваш член семьи с подтвержденным диагнозом COVID-19, вы сидите на изоляции 14 дней, мы открываем вам с этого момента больничный лист, автоматически он уходит уже в фонд социального страхования. И в течение этих 14 дней методом аудиозвонков мы узнаем о вашем состоянии. Либо вам оставляют номер телефона участковой службы. При появлении первых признаков симптомов заболевания вы набираете свою участковую службу, врача амбулаторных ковид-центров и говорите о том, что у вас появились признаки. К вам выезжает амбулаторная бригада, которая задействована в борьбе с COVID-19 и проводит все необходимые мероприятия. Также, согласно новым нормам, выйти из карантина людям, которые контактировали с больными коронавирусом, можно через 14 дней. При этом вам не придется, как раньше, проходить лабораторные тесты. Эта норма будет действовать, если у вас нет признаков заболевания. Это значительно облегчает, лишней загрузки на лаборатории не будет. Ну, как и обычно. Но в данной ситуации, еще раз говорю, здесь основная нагрузка на плечи участковой сети, которая должна реагировать, у которой должна быть связь, опять же, мобильная связь, какая угодно связь с контактными. Помимо озвученных, еще важной поправкой является и то, что срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента взятия биоматериала, а все внесенные поправки будут действовать до конца 2021 года. Муслим Ганиев, Мейрбек Миржоев, Новости 24. Правительством России поручено главам региона взять под личный контроль создание резерва коечного фонда для больных коронавирусом. Он должен составлять не менее 20% коечного фонда в каждом регионе. Вместе с тем, участковые врачи и службы скорой помощи при необходимости должны быть обеспечены дополнительным автотранспортом. Для этих целей могут быть задействованы свободные машины госведомств, бюджетных организаций, а также грузоперевозочных компаний. Помимо этого, необходимо ускорить обработку обращений, поступающих на федеральную горячую линию для медработников, в том числе по вопросам оказания помощи пациентам. Информацию о выполнении этих поручений главы регионов должны направлять в Минздрав еженедельно.